Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришла Нина Наговицына, учитель математики городской классической гимназии, отличник образования Республики Саха-Якутия и обладатель, к тому же, гранта «Лучший учитель России». Нина, здравствуйте! Здравствуйте, Петр. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И учитывая то, что у нас кулинарный концепт, не могу не спросить, с чем вы к нам сегодня, что будете готовить? Сегодня мы будем готовить удивительное блюдо, очень полезное. Так. Блюдо из красной рыбы с брокколи, с помидорками и со сливками. Все ПП? Да. Да, вы прямо концепт как бы ПП приверженец. Не совсем, но я люблю и жареное, но сегодня будем именно готовить это. Хорошо. Потому что это очень важно. Для чего? Для Да. вот этого? Очень полезные Омега. продукты для мозга. Да, я своему стыду полгода назад узнал, что, оказывается, это, омега и все прочее полезно, да. Но мы обо всем об этом поговорим по ходу, потихоньку. Да, давайте потихоньку начинать. Начинаем. Да, с чего? Ну, конечно, раскалим сейчас. Включить нужно. Да. На максимум. Да. И сразу масло. Масло. Ага. И Что за рыба красная? просто красная рыба. Ну, вид, не знаю. Ну, да, можно готовить из семги, можно готовить лосось, и здесь Ну, лосось, короче, кич, красная да, рыба. кич. Хорошо. И маленько сливочное масло. Сливочное масло, да, это я люблю. Даст такую золотистую корочку, поджарку. То есть и для вкуса. Сейчас это все накалится, и мы с вами... А вы пока порежьте Вот так помидорки. сразу. Да, не изрезайте, а просто Ну, вот пополам. мне говорили, что вот черри именно головочку можно здесь резать. Да, Как резаем? вот правильно, И все. да. Так, ну это с этим я справлюсь. Все резать? Давайте так посмотрим. В принципе, сейчас я скажу. Сколько? Да, еще штучки 2 и достаточно. Хорошо. Чесночок, его можно выдавить, но мы сейчас его просто нарежем. Чесночок, он нужен для вкуса, чтобы масло такое... По-моему, поменьше Да, надо по-моему, уже. поменьше. Уже поменьше, Вообще потому я что- сама чеснок не жалую, но в этом блюде оно должно быть. Ага. Так, мы немножко, совсем немножко. И туда. Так, это потом сделаем. Давайте сейчас рыбку, вот она уже накалилась. Выкладываем такие стейки. И надо их обжарить. С двух сторон. Да, Ну, с двух сторон чтобы, красивой корочкой. Я Такая- тоже недавно узнал, что, говорят, такой процесс называется, чтобы схватилось. Да, правильно. Да. Давайте И вилочкой. рыба же быстро готовится, поэтому, наверное, надо Да. будет следить, да? Надо очень хорошо следить. Вот видите, она, смотрите, Уже какая всё, красивая. схватилась. Да. Красота, да. Вы это, можете- это как раз сливочное масло, да? Да, это сливочное масло. Вы можете мне задать вопрос, Петр? Да, хорошо. Вы как Юлий Цезарь, да? Можете несколько дел одновременно. Да, я предлагаю вам пойти по классической нашей схеме. Да, немножко расскажите, пожалуйста, о себе. Вы учитель математики, но, Да. скорее всего, не первый же день сразу стали. Вы откуда родом и все прочее. Мы эту рубрику, я вам уже предупреждал, шутя называем, как я дошла до жизни. Как я дошла до жизни? Да. Вообще я сама амгинская. Да, я закончила физмат-класс и поступила... в Амге есть физмат-класс. Да, это мы Только- были только- первые, выпуск первый. Я тоже учился Да. в физмат-классе. И поступила в ЕГУ, в то время Так, в то называлось время наш ЕГУ. СВФ ЕГУ, Который сейчас на ЖФУ. матфак. Сразу на педотделение. А почему математика? Ну вот я и говорю, что у меня, всегда говорю, что в моей жизни именно выбор учителя математики сыграл мой учитель математики. То есть я не Собственно, просто... вам не осталось выбора. Математика и все. Да, раньше в свое время, вот в Советском Союзе, например, всегда старшие классы курировали младших, да, ну как бы пионерия была. да. И вот учитель практиковал такой метод. В общем, когда она принимала какие-то зачеты, она приглашала ребят, которые ей помогали. То есть и я хитрая. была, да, и я постоянно почему-то зачеты какие-то принимала, ребятам объясняла. И в какой-то момент она сказала, что Нина, у тебя это получается. И, видимо, мне вот что-то стало интересно. Я поступила... Педагогическое. Да, и в тот момент были разные направления, но я поступила именно на ПЕД.
прямо конкретно на учителя математики. И после окончания я пришла в 8-ю школу. Это одна из старейших школ нашего города Якутска. Да, я знаю ее. Да. И вот я как пришла студенткой, сначала это была 8-я школа, после института, то есть молодым специалистом. Сначала это была 8-я школа, потом стала городская классическая гимназия. Практически я там выросла. То есть учитель, как учитель, я сформировалась как профессионал в своей родной уже 8-й школе. И там уже мои учителя, это наши учителя математики, они меня вырастили. Вот 28 лет я проработала и работаю. До сих пор. Да. То есть мой Желания стаж, поменять сферу деятельности не было, не возникало. ну, по молодости, я да, вас подначиваю специально. по молодости что-то было, но сейчас у меня, в принципе, не мешает одно другому. У меня прям несколько проектов, кроме учительства. Да, о которых мы тоже поговорим. Да. Да. Как раз вот то, что мы уже немножко затронули По-моему, про уже, память. да, по-моему, уже готово. По-моему, уже готово. Да, Я тоже давайте. так считаю. Аккуратненько. Вот я давайте подцеплю, а вы, чтобы, Вот так, да? да, чтобы рыбка не развалилась. Потому что она... Ала. Оп. Видите, какая она красивая, поджаристая получилась. Так. Вилочки маленькие. Цепляйте, цепляйте. Ага. Все, красота. Можно сделать теперь Ну, потише. покажем, да, давайте, что у нас Да. получилось. Сейчас туда мы отправляем брокколи. Брокколи. Они тоже, что они должны сделать? Потушиться. Брокколи очень полезный такой продукт для памяти, для мозга. Да, 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 Очень да. много в нем витаминов, как оказалось, и витамин А, Е, С, витамины В есть, фосфор, калий, кальций. То есть просто кладезь. Я помню, вы до передачи мы с вами общались, говорили, что у вас есть собственный рейтинг 10 топ-блюд, которые именно полезны для памяти. Да? Но, не забегая вперед, у меня такой вопрос. Вот про проект «Ваш память». Откуда идея, что это такое вообще? Пожалуйста. Да, давайте мы туда отправим рыбку. И тоже она тоже должна Да, туда она пойти. должна пропитаться сливками. И туда кладем помидорки. И я сейчас, вы пока выкладываете помидорки, а я Ну, как расскажу. ее? А Просто прямо сверху кладите. вот так. Да, красоту наводите. Я так думаю, что вот так же надо, вот да? так, вот. Лучше вот так. Вот. А наоборот, да? Да. Иди. Посмотрите, какой красивый. А я почему-то хочу наоборот, чтобы это не вылилось. Ну, давайте. Все, красота. Да. Ну, как светофор. Желтая, красная и зеленая, да. эстетично. Так, значит, ну, как я пришла к проекту «Память», прокачка. Что это такое вообще? Да, вообще. И что, зачем это нужно вообще? Вообще это зачем нужно? Вот смотрите, я постоянно готовлю детей к экзамену. Ну и вообще занимаю, ну я же учитель математики, постоянно учу и заметила, что бывают такие случаи, когда все объяснишь, все поняли, ушли и забыли. Да. Это нормально. Да, нет, это не совсем нормально. Ну, понятное дело, что что-то забывается, но вот приходит ученик и говорит: я помню, что вы рассказывали, я даже помню, что я это делал, но я не помню Тут теперь помню, тут не помню, да. совсем. А в школе-то у нас что получается? Чтобы развить память, учи стихи. Правильно? Ну, Да, одно из. Языки, стихи, Да, ну, да, что-то да. вот это. А проблема в чем? Что ребенок не может запомнить стихи. Замкнутый круг. Правильно? Замкнутый круг Ну, да. получается. Ну, тем Ему более, учитель что вы задает... в своем педагогическом стаже уже заметили, что... Да, есть такое. И, значит, я стала дальше думать, как же это можно сделать, чтобы помочь детям. Потом стала углубляться и заметила вообще такую тенденцию. Сейчас мир так резко меняется, очень много информации. Слишком. Просто глобальная Чересчур. информация, а наш мозг, он еще не готов воспринимать, обрабатывать эту информацию. То есть... И главное, вычленять то, что нужно. Ну, Да. то есть, вроде как что-то событие или в фильме увидел что-то, которое вообще не нужно, а ты помнишь это. Да. Почему? Ну, значит, что-то зацепило, была очень яркая картинка. А в повседневной жизни обыденность, она особо и не запоминается. Ну да. Особенно, если тебе Вчера какой-то что ел? Не предмет помню. не Не нравится, помню. так мозг вообще его блокирует. Да. И мы, посмотрите, мы в свое время, когда даже студентами были, у нас был только учебник, ну и лекции, все. И мы быстро выучили, запомнили, рассказали. А сейчас даже для них очень тоже много, большая Ну, вот эти объем гаджеты, информации. да, вот это все. Да, и для Да. работы, смотрите, теперь если человек прокачал память, прокачал свой мозг, он же начинает быстро всю информацию
перерабатывать, обрабатывать, воспринимать и ответ давать. Правильно? То есть он ускоряется. Соответственно, он становится каким? Эффективным. Эффективнее. Да. А раз человек как работник эффективный, он будет востребованный на рынке труда. То есть, Ну понимаете, да. какая закономерность? И сразу выходит в топ. Или тот человек, у тебя работник, который особо не может выполнять эту функцию, или тот, который быстро все это делает. Да. Семен Семенович. Да, и, конечно же, мы будем выбирать тот, кто конкурентоспособный. Ну так. То есть, по сути, прокачать память и мозг прокачать, это сразу уровень жизни у тебя улучшается. Причем без разницы где. На госструктурах ты работаешь, в найме или бизнес. Бизнес вообще, это, ну, там надо быстро принимать Очень решения. много, да. Поэтому вот если ты прокачаешь свой мозг, то это ты уже победитель Он жизни. крутой. Да, крутой. Так. Ну вот к этому я и пришла и стала заниматься. Так. Да, Сначала сами? конечно. То есть все методики, которые Да. вы изучали, проверяли на себе? Да. А, так. Кстати, давайте сейчас проверим. О, нет. Продукты. Продукты для мозга. А, 10 да. топ. Вы же спросили про Да, 10 топ. топ, да. Что- Кстати, мы отвлекаемся. Давайте мы сделаем так. Сделаем еще бутербродики. Давайте мажем. Ну, вы действительно Давайте. настоящий педагог. Я вообще Да. обычно тут ничего не делаю, вы мне прямо говорите, а я такой стою и... что Это делать? называется делегировать. Делегирование, да, правильно. Ну, Управляем ну, ладно. процессом. Так, значит, Бутербродики. бутербродики. А что я должен намазать? Да, вот это? вы мажьте, а я сейчас Так, разделаю. это Вот так, творожный сыр. разделаем. Вы не против, если я сделаю, Да, как я вам люблю? удобно. Сейчас я вот так вот аккуратненько сниму Куском. и потом разрежу. Значит, 10 продуктов. А, вот, давайте. Вот 10 это. продуктов. Давайте, Петр, запоминайте. Я диктую. Нет, вы- телезрители пусть запоминают, А, да. и Ну, я тоже. телезрители тоже пусть запоминают. 10 продуктов. Просто слушайте на слух и запоминайте. Идет авокадо, голубика, кокосовое масло, брокколи, яйцо, рыба, красную можно, листовые овощи, куркума, грецкие орехи и шоколад. Все, Так. услышали? Теперь можете задать мне какой-нибудь вопрос. Скинем это. Хорошо. Какие методики и как вы вообще выбирали, ну вот, методики именно, да? Да, они же разные есть. Они разные, да, скорее и поэтому всего, да. я начала... Потому что я знаю, я даже когда, скорее всего, вы были школьницей, какие-то такие задания первые появлялись, методики, для того, чтобы запомнить ряд чисел, какие-то слова, очередности, да, потому что есть же вообще понятие ассоциативная память. Да. Да, это я тоже немножко знаю, что человек запоминает, когда вот какая-то такая логическая цепочка выстраивается. На самом деле наша память, она не запоминает никакие такие особо факты, цифры, для нее это ни о чем. Она запоминает картинку, то есть визуал, и события. А это потому, что 90% информации мы через глаза берем или из-за чего? Ну вот память наша так Устроена. Да, устроена. Поэтому, чтобы запомнить любую информацию, мы даже не осознаем, мы превращаем в образ. Вот когда мы читаем, мы же видим как кино, да, картинку, образ, и поэтому мы запоминаем. Так. И абсолютно любую информацию мы запоминаем через образ. Когда родился Владимир Ильич Ленин. Да. Почему-то я помню, что в 1870 году. Ну, какого вы чёрта? его запомнили, когда вам учитель рассказал, вы прям прониклись в свое время образ Ленина. Когда началась Великая Отечественная война, я помню. Да, и связали И эти события. 22 июня, ну Да. вот песня и раз запомнил. Вы связали события с цифрой, понимаете? Не просто цифру вот запомнили, а события с цифрой связали. Поэтому вы помните. Вот сейчас мы даже вот эти продукты можем связать с определенным событием, и тогда вы запомните. Так, техники, они бывают разные. Вот самая такая распространенная, интересная техника – это либо месторасположение или телесное хранилище. Кстати, мы сейчас его рассмотрим, Так. эту технику. Так, кладите рыбку, Рыбку. а я займусь авокадо. Так, У меня руки чистые, я руками возьму. да. Просто вот так. Вот так вот. Бикс. Да? Да. А вот чистый нож. О, как раз я вам покажу авокадо. Я последнее время... Я помню, Показывай. первое А, авокадо. Да, вот видите, уже запомнили. Я думал, какая-то игра будет, поэтому старался запомнить. Да. Так, кстати, давайте проверим.
Вот мы не просто так, я переключила тему с наших продуктов на разговор. Давайте, Петр, скажи, и наши телезрители, вспомните продукты, 10 продуктов. Которые вы да, перечислили. которые я перечислила. Черт. Так, ну авокадо, рыба, куркума, яйца. Все. Шутка, нет. Нет, что-то еще было. Что-то еще было. Авокадо, куркума, орехи, нет. Да. Орехи же говорили, да? Ну, это я уже, Не надо. это я уже просто потому что знаю, что они орехи полезны, да. а не потому что вы говорили. Видите, уже не помню дальше. Ну, получается, если взять в процентном отношении, 50% запомнили. Но это хороший результат. Потому что да, некоторые... спасибо. Ну, еще у нас здесь, вот смотрите, у нас здесь и продукты Рыба такие, красная, да, и говорили. рыбка, и авокадо. А обычно бывает так, 30%. Вообще память наша запоминает 30% от всего сказанного. 10 слов сказали, 30% запомнил. 100 слов сказали, 30% запомнил. То есть по логике, чем больше грузить, тем лучше, да? Вот, вы молодец. Сейчас мы запомним с вами вообще 100%. Так, вот смотрите, ложечкой авокадо. Так. Вот так вот берем. Я так делаю. Ну все, там у нас Ой. кулево идет. Чуть не улетела. Бывает. Ага, скользкая. Вообще, когда круглая авокадо, я люблю круглое. Потому что когда круглое, так ложечкой зацепил, и чудесно, оп, смотрите, какая красота. И вот так нарежем. Ее тоже резать надо? Да. Обычно, Вот так, да? с красной рыбой любят огурцы класть. Но я люблю авокадо. Оно такое нежное. правильно делаю? Да. Нежное получается. И полезное. Да. Так, максимально полезное. Так, сейчас мы разрежем. Это я тоже порежу. И выкладываем на наши бутерброды. Тикс. Как? Вот так? Да. Вот так. Максимально. А вот можно вот так вот класть. Вот так красиво, да. Чтобы красиво было. И сверху мы зелень. Ну у нас много, давайте мы выложим. Ну я вот да. что-то начал много. Да, у нас же много. По-барски. Да. Гулять так гулять, да. Да. Ну что Все, вот так вот. выкладываем, и я вам сейчас покажу нашу технику. Давайте на Итак. тарелочки положим. И зелень. Давайте, вкладываем. Телесное хранилище – это Техника какая-то. да, техника. Как и месторасположение, мы берем то, что очень хорошо знаем. Например, если месторасположение, можно брать комнату, квартиру, дорогу на работу. То есть то, что мы хорошо знаем. А телесное хранилище, мы же свои органы вообще хорошо, тело знаем. Поэтому это легко запоминается. Так, возьмем, у нас было, смотрите, у нас было 10 слов, значит 10 точек возьмем. Так. Если список у вас увеличивается, вы можете больше точек брать. Или на одну точку цеплять туда несколько слов. Первое, вот задействуйте руки. Да. Кстати, мозг наш хорошо запоминает, если мы что-то прочувствуем. Да, ну вот как раз и Потрогаем. ассоциативная память, Да, то есть да. связать еще с другими чувствами. Да. Первое, вот первые 5 точек. Макушка. Так. Прям кладите руку. Вот так, да, макушка. макушка. Нос, Нос, уши, уши, рот, горло. горло. Повторите. Макушка, нос, уши, рот, горло. Видите, это абсолютно просто. Ну, да. Ну, тело-то И- мы все знаем. Да. Следующее у нас идут грудь, Грудь, плечи, плечи, руки, живот. живот. 5-я точка. Так. Не говори, только не говорите, Да-да-да. а почему 10-я стала 5-й? Да-да-да. Все ребята спрашивают, почему 10-я стала 5-й. Ну, Тоже- зато это запомнили. Все, это Да. уже не вычленить вообще никак. Теперь идем авокадо. Авокадо. Вот запоминает наш мозг либо смешные картинки, либо разрушающие. Ну, то есть те, которые цепляют. Да, поэтому разрушающие не будем, Ну, а смешные будем. да. Да, веселые и необычные. Вот чем необычнее, наш мозг удивляется и такой, Вау. надо запомнить. Да. Да-да-да. Когда представляем, вот искусственно мы запоминаем, надо обязательно что-то сделать необычное для себя. Ну, представить.
Ну, давайте, представляем авокадо. Кладите прямо авокадо на макушку. Можете представить, не знаю, корону из авокадо. Говорите, что вы Корона из представили. авокадо? Да, представили? Да. Так, дальше. Голубика. Что Нос. вам представляется голубика, с чем связать? Но- Нос и голубику, да? Да. Ну что ты как бы это... Течет. Да, 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 да. да. Представьте, что... Я вспомнил, когда в детстве это голубика, ягоду в нос сувал, Да, так да, да. То есть- сестрой вот так друг другу Ну, делали. дети могут Да, да, точно так баловались. же, да. То есть авокадо, голубика, кокосовое масло. У нас на ушах обычно лапша, но Ну, кокос. кокосовое Да. масло течет прямо, Кокос, представьте. да. Так, Брокколи. Любите брокколи? ну, могу. Да. Ну, Представьте вкус. Вот полный рот, как хомячок, полный рот брокколи. 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 Во рту, Пожуйте. во рту брокколи. Яйцо. Яйцо. Да, допустим, я представляю, Горло что у заболело, меня... я яичное это сделал. Да, можно. Да. Я представляю ожерелье из А. брокколи. Кто-то представляет вот кадык. Ага. Что-то такое и с яйцом связано. Так. Все, повторите-ка. На короны из авокадо. Просто говорите авокадо теперь. Теперь просто авокадо говорю. Да. Голубика, Ага. яйца. Кокосовое масло. Кокосовое масло. Господи. Ладно, дальше Да. что у нас? Брокколи во рту было, а тут яйцо. Да. Да. Видите? То есть это абсолютно легко и просто Ага. запомнить. Играючи даже. Играючи. Ага. Быстро. Да, тем более с тренировкой это, Да, по- это про- быстро, потом это пройдет очень просто быстро. минутное дело. Ага. Дальше мы идем. Плечики у нас. Груди были, плечи были. Груди. Рыба. Рыба. Вы рыбак? Да. Вот, представьте, что у вас здесь, вы поймали рыбу такие Да. на грудь. Таймени, да. марлин. И она еще там хвостиком, Да, таймени, марлин, да. хвостиком вам Да. машет. А, Прямо яркие картинки должны быть. Мгм. Представили? Дальше у нас листовые овощи. Ну, плечи и Эполеты, листовые. эполеты. Вот, Как погоны, военные, как раз я вчера эполеты, вот полковника прямо играл. такие. Вот, представили. Так. Теперь руки. Куркума. А это что такое? Это приправа такая, желтенькая приправа. Ага. И, ну, может, Из Индии. да, представьте, Это что вы... что-то да, на руках во-во-во. липкое, такое, Да. фу, неприятно. Ну, может ладно, быть, пусть оно разрушающее. да, не липкое, оно, ну, вот заморались вы, заморался, может быть. да. Так, следующее, орехи. Живот. Надуйте живот, надуйте прямо. Вот Как представьте, орех. да, что Один как пресс, орех. большой пресс, Да, орех, что, ореховый, может, вам да. там некомфортно, Да-да-да, орехи. Да. Орехи, да. И Там- шоколад. Ну, не Шоколад. знаю, что вы придумаете. Что-то придумайте. Не Да. будем озвучивать. Не, ну это уже все, шоколад. Да. Сел на шоколад. Ну ладно. Хорошо. Как хотите. Сел на шоколад, Так, да. теперь повторяйте. Что у нас здесь было? Рыбка, ну, две Тут, рыбы. да, тут. Листовые эти Правильно. эполеты, на руках куркума, которые Да. уже а тут орех был у нас, ну и сел я на шоколад. Вот. Все. Все. Да. А теперь повторите 10. Черт, так ладно. Ну, давайте, я буду подсказывать. Так, корона из авокадо была у Правильно. нас, да. В носу голубика была, потому что Всё. я ее высмаркивал. И вот тут кокосовое масло у меня из ушей текло. Во рту у меня брокколи, потому что я там как хомячок. Вот тут яйца, потому что тут как это горло Да-да-да. заболело. Это. Видите, всё Правильно, просто. вообще. Тут рыба, Да. эполеты из... Капусты, да, из да. листовой этой, на руках куркума, в животу орех, и сел я на шоколад. Все. Все. Да. И вот такие образы, кстати, надо Проверка. чуть-чуть сделать. Аккуратно, там может быть горячий. Вот, Ну, он чуть- уже готово. Давайте, может быть, еще 15 минут не закончилось, но поменьше Уже сделаем. как да. будто готово, да? Да, видите, какая красота. Ну, то, что Ну, она дольше пусть будет, это плохо будет. Нет, пусть Не- потушится. Пусть стоит. Пусть Я потушится. Поменьше, поменьше прям сделал поменьше, бы. можно даже чуть-чуть Все, поменьше. это минимум. Все-таки рыбка. Итак, мы крутые. Да, вот смотрите, и когда у нас вот такие мы сделаем ассоциации, у нас образуются новые нейронные связи. И даже вам не надо будет запоминать, учить прямо зубрить, вы вот это сделали и пошли. А когда вам время придет это все вытащить из вашего чертога разума, вы просто-напросто вспоминаете вот эти картинки. Как я сел на визуал, шоколад. да. И чем ярче эта картинка будет, тем легче запоминать образы. Все. Все это вообще никогда не забудь теперь, да? По сути, да. Еще если вообще можно повторять туда 3 раза, обратно 3 раза, 3 раза, 3 раза, 3 раза. Туда и вот туда. Да, да, вот смотрите, сначала начинаем с авокадо, идем. Можно уже, сначала вам надо будет вспоминать эти картинки, а потом уже просто-напросто вы будете слова вспоминать. Таким образом, вот место расположения, смотрите, не только списки слов можно запоминать даты, можно запоминать события, можно привязать рассказ,
Можно День выступать. рождения супруги. Да. Наконец-то можно запомнить. Можно рассказывать и выступать без шпаргалки. То есть, если презентации нет, а тебе надо на аудиторию что-то рассказать, ты цепляешь. Что-то связанное с Да, датами, да, что-то да, с да, да. какими-то такими И начинаешь, фактами. и никуда не уходишь. Да. Я и мысленно тут прошел, тут прошел, тут прошел. Ой, я вот это вот должен рассказать. То есть выступаешь без шпаргалки. Такая техника есть. И Кстати, думают, что он ест. да, и люди думают, вау, Да, а на вау, что самом он деле ест? это техника. Причем, например, есть техники для чисел, это одни техники, для запоминания английский язык тоже есть определенная техника, для запоминания имен тоже техника есть такая легкая. Кстати, да, это одна из проблем. Да. Я в своей жизни, например, встречаю очень много людей, новые знакомства, тем более в компании. Да. К концу Да, помнишь, если одного. я тоже. И то потому, что если это имя необычное, либо что-то, ну вот во внешности есть. Ну, Да, какое же. есть даже такие техники, как забыть ненужное и А. помнить нужное. Да, и такие тоже есть. Есть. То есть, Ну да. иначе вот вы же помните, сказали, что посмотрел фильм, и она у тебя крутится в голове, или песня крутится, а она тебе совершенно не нужна, зато ты не запоминаешь факты. Ну вот Такое да, же тоже бывает есть. же, какую-то с утра Да. песню услышал, и целый день ее поешь. Думаешь, да что со мной не так? Да. И поешь, Да. и вроде Она как она и не она мешает, но с другой стороны она она... мешает. А, мешает это, да? Да, ну, она вам мешает, в принципе. Она отвлекает. Как навязчиво. Да. Вы не можете сосредоточиться. А если вы не сосредоточились, вы опять неэффективны. Ну, Поэтому, да, есть такие техники, как забыть ненужное и помнить Тоже. нужное. Да. То есть с мозгом можно работать. Хорошо. Есть, ну вот, опять же, такая информация, что вот небезызвестная, которую мы встретили, пандемия, очень сильно повлияла. Так ли это или не так? Вы изучали вообще этот вопрос? Да. Ну, там, Потому что говорят, вот, после короны у меня вообще с памятью плохо стало. Говорит, ну, повредили, да, ну, как бы повредил вирус, и это, конечно, восстанавливается, просто у одних быстрее, а у других дольше. Но это можно восстановить. Для этого и есть нет, ну это разные то, зарядки. что такая тенденция есть. и это- Есть. Прям, ну, давайте говорить честно, есть. Есть. И прям забывали люди после болезни, они страдали. Они могли прямо вот сказать, я пойду что-то возьму, пока пришел к шкафу, допустим, и что я Да, хотел я взять. открыл шкаф и стоишь и думаешь, блин, Да, чё я было пришел такое. обратно в кухню, блин, у меня кацаника Да, нужна. было такое. Это нормально. Ну, Но то есть это не нормально, это же люди переболели, это сложно. Ну, восстанавливается. восстанавливается, да. Хорошо, тогда очень серьезный вопрос. Альцгеймер. Болезнь, которая у нас появилась совершенно недавно, деменция и все прочее. Многие называют тем, что это расплата человечества за слишком долгую жизнь. Раньше просто не успевали дожить, да. Она же вот буквально совсем недавно, в 80-х, 90-х начала диагностироваться. До сих пор эффективного средства лечения нет. Да. Но с другой стороны говорят, что вот оказывается, может быть, вот это поможет. Самым полезным считают изучение других языков, антиальцгеймер. Да. Да. Ну, другие языки это на самом деле тоже прокачка памяти. Да, да. Ну, как врачи говорят, что это же, когда уже человек заболел, это необратимый процесс. Необратимый Но, процесс, да. Но можно чуть-чуть замедлить, чуть-чуть Вот затянуть. вопрос, что спровоцировало эту Да. болезнь? Поэтому, чтобы это не спровоцировать, как раз нужно вот и заниматься. Есть сейчас очень много методик, есть даже нейрогимнастики, то есть вот руки задействуют, Мелкая моторика задействовать. зарядку Потому делают. что, опять же, да. это же мелкая моторика, Да. обязательно же вот это. Дети очень быстро ягоды собирают. Пожилые уже Медленнее. Да, медленнее, так вот по одному, Да. что-то, а там И- раньше и- и И все есть прочее. разные техники, и есть методики. То есть, опять же, можно это прокачать. тренировать и что-то делать. Ну, как лучше предотвратить, так скажем, да, нежели чем... Профилактика. Да, профилактика. Нежели чем уже по факту, когда ты заболел, и там уже только поддерживаешь. Кстати, диагноз ставить очень поздно. Это тоже одна из таких проблем. Ну да, Ну да. сейчас пока так. Сейчас пока так, да. Ну, Ага. наука двигается, но мы пока на том месте, который мы сейчас имеем. Да, и сейчас очень много статей, именно вот как раз и врачи этим занимаются, ну и педагоги, это меня радует, что они очень много внимания уделяют. Скажем так, научное сообщество, да. мозгу. Потому что этому очень сильное внимание сейчас уделяется.
Ну, потому что на самом деле мы даже раньше, смотрите, мы запоминали номера телефонов, что-то, какую-то информацию. А сейчас нам этого Да, же делать не надо. никто и не Мы не помнит. тренируем, Да. мозг совершенно не тренируем. А тренировать можно вот даже в быту. Не делать постоянно одно и то же. То есть постоянно мозг должен думать. Как только мы свои дела отправляем в механическую память, все, мозг Ну, как будто перестает утром встал, тренироваться. улыбнулся, зубы почистил, завтрак приготовил, все механически. Все механически. Да. А нужно? Менять. Например, вы пришли, вы чистите зубы правой рукой, чистите левой. То есть опять дискомфорт. Кстати, вот тоже, да. Вы что-то там, не знаю, мажете, едите, а вы сначала что-то другое сделаете потом. Дорогой. Ходите так, пройдите по-другому. Да, То есть, посмотрите. когда вы идете по другой дороге, вы уже начинаете смотреть, ваш мозг работает. Мгм. То есть, И мозг получает новые задания. да. Вот как вы думаете, какой человек быстрее устанет? Тот, который сделал проект, допустим, в течение часа работал, или, например, допустим, водитель, который едет там несколько часов? Мозг станет у кого дольше? Один, который час работал, или тот, который несколько часов вот едет? Ну, водитель же ездит там на машине Почему-то долго. хочу думать, что первый. Да, правильно. Потому что водитель, все вот то, что он делает, Механик, он это делает умеет, на да, автомате. на автомате. И наш мозг, он не работает, ну, то есть он работает, но не в такой силе. А тот, который делает проект, он должен визуально представить. Творчество. Да. И наш мозг не может, ему тяжело представлять. Поэтому у него очень много энергии. Бывает так, ты поработаешь часок, и как будто пустой, да? Кстати, да. Вот это потому, что очень много энергии у нас уходит. Кстати, мозг же один из самых Да. энергопотребляемых Да. органов Да. вообще во всем теле считается. Поэтому его тоже надо подпитывать. И витаминами, И вот как раз питанием. Да. десяткой. Давайте, держите, мы сейчас будем аккуратненько выкладывать. Хорошо. Так, Уи. так, давайте как-то, чтобы аккуратненько. Вот это мы можем, да, Да, Верочка? можем, конечно. Давайте. Давайте все сюда, и потом это, как в деревне. Сущее блюдо. Ну, там. Ну, и будет вкусно. Представляете, это же в сливках пропиталось. Ой. Ну, давайте, вы спрашивайте еще что-нибудь. Так, Спросите меня о чем-нибудь. Да, вы так много хотите рассказать, да. Вы были председателем конфликтной ситуации. А, Сейчас же, ну вот... Сейчас расскажу, Да. Наши дети подвержены к такому жесткому стрессу, как ОГЭ, ЕГЭ. И тем более, что те дети, которые, ну вот, связывают свою дальнейшую жизнь поступлением и все прочее, для них это... ну, вот, Обязательно. да, для них Для это обязательно, да, потому что я рассказываю сейчас, спрашиваю вопрос как родитель, да, мои дети уже студенты, слава богу, но для них это был вообще конкретно жесткий стресс. ОГЭ, ЕГЭ, да, и как бы сдал, не сдал, шаг налево, шаг направо. И тем более, что те дети, с которыми с притязаниями, которые не согласны, вот конфликтная ситуация, что это такое вообще? Ну, сразу скажу, что ОГЭ сдают дети после 9 Да. класса, а ЕГЭ после 11. ОГЭ это просто как тренировка Да. КГ, подготовка. И я была председателем конфликтной комиссии по ОГЭ, ну, то есть 9 класс. Что значит конфликт? Вот ребята сдали экзамен, им пришли протокол. И там, допустим, у него 0 баллов, а он этот пример сделал. И он говорит, почему у меня там 0 баллов, я там сделал все правильно. И подает заявление в конфликтную комиссию. То есть проверили эксперты, и он не согласился с экспертным мнением. Поэтому он подает заявление в конфликтную Может быть, комиссию. он нашел другое решение. Да, он уже уверен, что там все правильно. И, значит, как происходит процедура? Либо очно, либо заочно. Очно это когда ребенок приходит, Вызывается, да, и тут его разбор встречает, да, его встречает конфликтная комиссия, тоже эксперт, открывают при нем работу и говорят, твоя работа, потому что бывает, что может быть технический сбой, раньше особенно, сейчас такого нету. Практически нет. Да, и может что-то не так быть, да, и, в общем, открывает твоя работа, он говорит, да, это моя работа, и начинают при нем проверять, строго по критериям. И вот эксперт должен объяснить ребенку, где его ошибка. И, как правило, там бывает действительно либо неправильно он сформулировал, особенно в 9 классе на ОГЭ, вторая часть, она очень сложная. Там вот прям шаг лево, шаг вправо, сразу 0.
Так неправильно написал. То есть, Ну, то есть и так, и никак иначе. да. И вот, например, 2 балла оценка ставится за один предмет. Если он допустил вычислительную ошибку, значит 1 балл он получит. А если он сделал математическую ошибку, то есть вместо свойства он написал признак слова, или ну, что-то такое неправильно, в формуле ошибся, описку сделал, все, это уже сразу 0 баллов. Хотя все будет исписано вроде правильно, но сделана математическая ошибка, и очень обидно, будет 0 баллов. И, соответственно, ребенок не помнит, где он мог ошибиться, а он же знает это, что он все сделал. Ход решения у него был правильный, и вот он пришел узнать. Вот это конфликтная комиссия. Но когда уже эксперт ничего, ну или там сложная ситуация, тогда вызывают председателя. И председатель приходит и своим решением принимает решение, либо добавить балл, либо нет. Ну то есть очень такие, когда скользкие моменты, уже тогда ты начинаешь работать. Ну и проверяешь все работы. Но в любом случае компромисс тогда находится. Конечно. Ну, это такая неприятная ситуация, потому что обычно же, когда председателя вызывают, когда уже действительно там становится серьезная ситуация. А бывали случаи, что все-таки, ну, это же человеческий фактор, эксперт ошибся, ну, неправильно проверил. Ну, Ученик там добивает справедливых своих 2 баллов. Может быть? в математике, математика же очень строгая. Там, Ну да. Да, там либо есть ошибка, либо нет. Но вообще, говорят, добавляется балл. Раньше, сейчас всех экспертов учат одинаково. То есть, по сути, они все одинаково проверяют. И чтобы это как раз исключить. А вообще бывает такое, добавляют. Ну, и бывает, что теряешь балл. То есть, Наоборот. Да. Пришел судиться и еще Еще потерял. Еще Это же обидно. Ну да. Есть такое. И мы сразу предупреждаем, что идешь отсуживать, как сказать, балл, да, заработать, Да, а будет можешь где-то подраться, прийти еще потерять еще другие баллы. Потому что эксперты скажут, да, ты вообще там неправильно написал, вот тебе еще 0. Оказывается. Да, оказывается. А Поэтому... бывает, что сдают вообще на, вот, максимум же 100, да, по-моему? Да. Да, 100. Вот у меня было 99. Мы сначала так, вау, 99, а потом такие, жалко же, 1 балла не хватило. 100. Да. А так, Абсолют. Да, а так и 94, 98. У меня был один последнее время я работала с техническими классами, да, и у меня были ребята, которые, ну, такие заточенные под математику. И у нас в классе было 32 ребенка, 32. Из них, когда мы сдали, средний балл был 73. Средний балл это все складываются, да, и делятся. Ну, да, Средний понятно, балл да. 73. То есть там были 90 баллов, были какие-то маленькие, но средний балл 93, 73 это прям много. Это много, Да. я знаю, да. Но Ну, 60 уже считается, ну, как бы Да. так. Ну, это понятное дело, что один на 50, другой на 90, но для чего-то вот всегда выводят средний балл. Ну, то есть, как бы... Хотя это ни о чем. Средняя температура по палате. Да, Да. вроде это ни о чем, но почему-то всегда ставят в анализе. Ну, для меня это вот прям было показатель. Не, ну это результат вашего труда, Да. получается. Ну, то есть оценка работы учителя. Да, Правильно? да. Да, вы сказали, что математика точная наука, что вот все прочее, да. Но вы сталкивались с тем, что говорили, ну, допустим, я физик, да, по первому образованию, что... Физик ну, лирики. да, физика лирики, да. Математика это вообще не наука. Математика это предмет, прикладная и все прочее. Встречались с такое? Ну, бывало такое, да. А мы И все еще время, говорят, мы все да время... зачем мне эта математика, мне в этой жизни математика не Да, понадобится. когда есть калькулятор, когда Да. есть формулы Ну, и на все самом прочее. деле, Да. это же, вот вообще сейчас какая-то идет тенденция, не надо учиться, мы и так проживем. На самом деле человек в школе для чего все это учит? Он же как раз логика, анализ учит. Понимаете, да? Выводы учится делать. Не обязательно, конечно, ему, может быть, и не понадобится в жизни логарифмы, но когда он выводит логарифмы, на самом деле там работает наш мозг, как сильно работает. Это же логически выстраиваемая цепочка. Понимаете, да? Поэтому без математики никак нельзя. Математика – это основа, это база. Ну, не зря говорили, база, да. царица наук. Царица наук, Да. да. Итак, самое лучшее время нашей передачи – это вот, собственно, то, что мы должны все это Да. взять и попробовать. Красота. Да, вообще красота все получилось. Давайте вилочку. вам Вилочки. даю. Вилочки у вас есть? Да, вот у меня Да. есть вилочка. Конечно же, я возьму сразу рыбку. Попробуйте. Сейчас я тоже пропиталась сливками. Четко.
Четко. Брокколи попробуйте. Я вообще за рыбу. Ну, до недавних я считал, что якут траву не ест, но сейчас начал есть. А брокколи-то как пропиталась? Шикардосина. Мы можем... Гастрономический экстаз. Ну, я бы выразил по-другому, но это не эфирное слово. Попробуйте рыбку. У нас все сегодня полезное. Вот это я обязательно попробую, да, но нам еще раз подсказывают, что наше эфирное время. У нас такая традиция есть, Нина. В конце, вот на эту камеру, пожалуйста, пожелания для наших телезрителей. А я вот пока вот это буду кушать. Дорогие телезрители, желаю вам здоровья, счастья. И помните про 10 полезных продуктов для мозга. Спасибо, Петр, за приглашение, за такой чудесный, прекрасный опыт. Нина, вам спасибо большое. Да, я еще раз, друзья, скажу, что у нас сегодня была в гостях Нина Наговицына, учитель математики городской классической гимназии, отличное образование нашей республики. Нина, еще раз большое спасибо. А я Петр Цыпандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Полезно и всегда просто вкусно. Вот Будьте так? здоровы. Да, вот так. Вот, Вот так. Давай, ставь.